у нас есть свои обычаи, есть своя музыка, которая должна играть во всех машинах. Призываю молодежь именно к этому. Никак. Абсолютно. Ну, не нравится, это же у нас есть свой фольклор, у нас есть своя музыка красивая. Я считаю, что больше должно присутствовать нашей народной музыки. Ассаляму алейкум. Ну, отношусь я негативно, поскольку у нас есть своя культура, которую мы должны поддерживать, развивать, призывать молодежь, поддерживать именно нашу культуру и наш менталитет, и чтобы на наших мероприятиях звучала только наша музыка и только наши песни. Нормально. Относительно нормально. В принципе, ничего такого нет. Не редко бываю на крымско-татарских свадьбах, отношусь нейтрально. Между нашими музыками можно там немножко кавказскую поставить там. Ну а так я считаю, что наша крымская татарская музыка должна быть. Кавказская музыка мне нравится. Ну, считаю, что у нас очень много своих красивых песен, танцев. И на наших свадьбах это не надо. Я так думаю. Ну хорошо, конечно, наша музыка. Я считаю, что это наше все, и мы должны ценить, уважать, любить свою музыку все-таки. Ну, я считаю, если человек любит танцевать лезгинку, один раз за всю свадьбу, почему бы не станцевать, если он ее красиво танцует? Ну, а в основном все равно что татарскую хайтарму заказывают. Ну, 1-2 раза, если он может красиво танцевать, пусть танцует. Кавказской музыки, я думаю, это же крымско-татарская свадьба. Наверное, должно процентов как минимум 80 звучать именно крымско-татарской музыки, песен, потому что их много у нас. Почему надо, чтобы кавказская звучала? В умеренном количестве можно, это допустимо. Потому что у нас народ такой, общительный. Положительно. Музыка красивая, похожа на нашу крымско-татарскую. Как сказать, главное, чтобы кавказская музыка не заполняла большой процент наших свадеб. Ну и стараться больше, конечно же, заказывать на свадьбах свои народные песни, музыку. У нас очень богатая крымско-татарская культура, поэтому песен очень предостаточно.